Прывітанне ўсім слухачам, гледачам Еўрарадыё. Сёння мы працягваем дэбаты. Палітычнае жыццё Беларусі віруе за межамі краіны. А якое ж палітычнае жыццё ды без дэбатаў? Удзельнікі нашай праграмы спрачаюцца на тэмы, важныя для беларускага грамадства. Дэбаты адбываюцца па строгіх правілах і па магчымасці будзем спрабаваць іх прытрымлівацца. У кожнага будзе час выказацца, раскрытыкаваць суперніка і адказаць на пытанні. Хто выглядае больш пераканаўча, вырашаеце вы, нашыя гледачы, галасуючы ў чаце трансляцыі. Гэта галасаванне пачнецца праз некалькі хвілінаў. Мадэрую дэбаты я, Зміцер Лукашук, а сёння ў дэбатах сустракаюцца былыя палітзняволеныя, але з супрацьлеглай пазіцыяй і поглядам на пытанне вызвалення палітвязняў. Такім чынам, у сённяшніх дэбатах бяруць удзел рэдактарка выдання «План Б», былая палітзняволеная Вольга Лойка. Прывітанне, Вольга. Привет. І былы палітзняволены дэлегат каардынацыйнай рады ад фракцыі «Воля», прадстаўнік Белпол, блогер Александр Кабанов. Прывітанне яшчэ раз усім. Вольга, Александр, вітаю. Приветствую, Дмитрий, и всем нашим глядачам так само прывітанне. Ці існуе сёння ў Дэмсіл нейкая агульная стратэгія па пытанні вызвалення палітвязняў і ў чым яе хібы альбо перавагі? Якія ў Дэмсіл ёсць магчымасці вызваліць палітвязняў і ці можам мы ўплываць на пазіцыю Захада ў гэтым пытанні? Чаму мы лічым, што рэжым зацікаўлены ў перамовах і вызваленні палітвязняў? Пра ўсё гэта літаральна праз некалькі хвілінаў. А для пачатку, каб вызначыць, хто будзе першым выказваць сваю пазіцыю, кінем манетку. Вось у мяне ёсць манетка. Хто выбірае які бок? Каму арол, каму рэшка? Вольга? Орел. Ну, значыцца, рэшка Кабанову. Я подкидываю. Арол. Так што пачынаем. Для пачатку я папрашу выказаць сваё гледзішча і коротка абазначыць бачанне таго, як вам бачыцца пытанне вызвалення палітвязняў і што Дэмсілы мусяць у гэтым кірунку рабіць, ну ці не рабіць. У адпаведнасці з вынікам галасавання, Вольга, вам першае слово. Калі ласка. Да, значит, сразу могу сказать, что я представляю здесь фактически не медиа, но ассоциацию родственников политзаключенных и бывших политзаключенных. У нас нет каких-то требований к демсилам, хотя, конечно, нам хотелось бы, чтобы все-таки требование освобождения политзаключенных было фокусом и было основной задачей и демсил, но в целом мы не хотим ввязываться в дискуссии и дебаты на предмет приоритетности, способов и так далее. У нас есть свое видение, мы сделали аудит истории спасения за пределами страны, внутри страны. Мы знаем, как это было, кто это делал, на что меняли людей и кто мог бы в этом содействовать нам. И, собственно, идем в этом направлении. Да? Точно так же вопрос, который тут многократно обсуждался, что демсилы не знают, что надо в стране Лукашенко, в принципе, узнать это достаточно несложно. По крайней мере, за последнюю 2 недели у нас были контакты с несколькими источниками, достаточно хорошо осведомленными. И вот на месте пересечения мы понимаем, что, видимо, где-то здесь ключевые интересы той стороны. Вот. Сразу могу сказать, что там никому никуда на коленях ползти не надо, все намного более прагматично. Вот, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы собрать поддержку, чтобы заручиться поддержкой тех людей, которые могут на эти процессы повлиять. Вот. Мы не политики, собрались в ассоциации очень разные люди в силу обстоятельств, связанных с политзаключенными, поэтому, возможно, политический вектор у нас не в приоритете и может слегка хромать, но мы четко понимаем, что для этого надо сделать, и мы готовы идти по этому треку. Ну, подробнее, наверное, расскажу потом. Да, дзякуй, Вольга. Як я уже сказаў, мы будем спрабаваць прытрымлівацца нейкіх таких вось дэбатных прынцыпаў, але я адмыслова не ставіў канкрэтны таймінг, што вось там у вас 30 секунд, не паспеў ваши праблемы. То есть вот, ну, будем арыентавацца. Вольга заняла, ну, амаль што 3 хвіліны зараз на сваю першую прамову уступную.
столькі ж плюс-мінус, Александр Кабанов, вам на выказывание своей позиции. Еще раз всех приветствую. Значит, я хотел бы сразу же обозначить, что этот вопрос более громко поднял на конференции «Новая Беларусь» Андрей Егоров. И при этом могу сказать, что я внимательно посмотрел их программу, когда они шли в КС, там так вопрос вообще не стоял о том, что надо там частично легитимность, не частично. Я вообще такого слова как бы не очень понимаю, частично легитимность. Вот. И то, что земсилы наши надо менять у нас полностью там вектор, направление по этому вопросу. Значит, что я хочу сказать, что мы тоже изучали вопрос о том, как освобождаются политзаключенные. Вот. И я не понимаю, почему у нас такое разное видение, потому что на самом деле практически все кейсы, когда были освобождены люди, это либо давление на режим, либо угроза каких-то санкций. То есть это больше идет работа такая силовая в плане усилить давление, усилить максимально. Значит, такие люди, как Лукашенко, они в принципе не договорные, потому что политзаключенные для них это товар, и они будут смотреть, как выгоднее этот товар реализовать, продать. Если говорить про гуманитарные кейсы, мы не решаем все проблемы. Я хочу сразу отметить, что я не против того, чтобы люди выходили из тюрьмы, как это часто хотят показать, что вот из-за таких, как вы, люди никогда не выйдут там, и так далее. Нет, мы придерживаемся той позиции, что если есть возможность другими путями освобождать людей, это супер, это замечательно. Если есть возможность у людей писать на помилование, это их дело, они могут писать на помилование и выходить. Но проблема-то гораздо глубже. Проблема в том, что у нас каждый день идут аресты в стране. У нас политзаключенные, многие даже никто не знает, как сейчас проходят суды. Вот, допустим, наших 2 друзей будут судить. Над одним идут суды, над другим. И они оба уже отсидели, понесли наказание, это у них по 2-му кругу понеслось. Поэтому, на мой взгляд, то, что занимаются этим, в том числе и родственники политзаключенных, их можно понять. Любой родственник политзаключенного скажет: вытащите любым способом, как угодно, найдите решение и вытащите. Это родственник политзаключенного. И желание его абсолютно понятно. Но надо понимать, что этим должны заниматься в том числе и профессионалы, те, которые знают, как это делать. И мало того, есть организации, которые надо задействовать для того, чтобы получать различную информацию, ее анализировать и делать определенные шаги. У меня все. Дзякуй вялікі. Ну што ж, вось і тэму задаў Александр. Гэта ўсё ж таки вельмі важнае пытанне, якое шмат абмяркоўваецца, што, маўляў, рэжым жа кожны дзень затрымлівае і асуджае новых людзей. Адныя палітвязні выходзяць, умоўна кажучы, на іх месца адразу сядаюць іншыя. Вольга, вы гэтае пытанне, гэты аспект улічваеце у сваіх, у сваёй поглядзе сваім, як дзейнічаць? Безусловно, учитываем, конечно, в какой-то момент действительно это надо прекратить, иначе это не имеет смысла. 4 года санкций не помогли. Более того, санкции вводились так замечательно, что прикорытные бизнесы еще умудрились и миллиарды на этом поднять на обходе этих санкций. Поэтому давление путем санкций, оно работает, когда делается грамотно, жестко, и когда все стороны заинтересованы в том, чтобы это было жестко. Если есть интерес эти бизнесы продолжать, они продолжаются, никакого полного эмбарго нет, товары идут, услуги оказываются. В общем, а только с политзаключенными не меняется буквально ничего. Вот. Дело в том, что сейчас речь идет об освобождении, обострение дискуссии началось тогда, когда вышли лидеры российской оппозиции. И если мы говорим вот об этой категории людей, да, то у нас нет других лидеров, у нас нет другой Маши Колесниковой. Только один человек совершил такой поступок и порвал паспорт. Только один человек, Виктор Бабарико, подставил свою кандидатуру в качестве кандидата на выборах, фактически подняв всю волну 2020 года. Без него, без такой личности не было бы ничего, пожертвовав собой, своей семьей, своим благополучием и, возможно, своей жизнью. Да? Поэтому я бы не говорила о том, что у нас есть вот какие-то одни и другие политзаключенные. Если речь идет о спасении лидеров, то они нужны нам, это однозначно. Мы видим сейчас, что происходит в российском медиапространстве, насколько ярче, адекватнее стала выглядеть российская
российская оппозиция, которая была и разобщенная, и несколько растерянная, плюс все-таки статус страны-агрессора сильно на них влиял. А здесь вышли герои, вышли жертвы, их слушают, и сейчас еще и действительно послабление визовые хорошим русским сделают. Да, быстрее, чем белорусам, которые, в общем-то, показали себя в 2020 году куда более субъектными, сплоченными и решительными, но в итоге получилось, как получилось. Поэтому это разные процессы. Да, действительно, репрессии надо прекратить, но пока этого нет. Мы не можем подождать, пока он прекратит репрессии, а потом начинать доставать людей. Поэтому какое-то время эти вещи будут параллельные. Но это разные люди. Люди, которые сейчас в Беларуси, которые сейчас попадают под репрессии, все-таки, как минимум, они уже в курсе, что происходит в стране, за какие действия можно нести ответственность, они могут хоть как-то влиять на ситуацию. Люди, севшие летом 2020 года, это люди, получившие фактически контрольный выстрел в голову, без предупреждения, без всего. Причем люди подняли по 15 лет на самом деле. Еще до того, как начались протесты, до того, как все случилось. Я сейчас, допустим, и про Игоря Лосика, и про Сергея Тихановского. Александр, все ж таки сапраўды можа быць важная тэма ў тым сэнсе, да, мы не можем паўплываць зараз, не толькі мы, я думаю, на дадзены момант паўплываць на тое, каб рэжым спыніў цалкам рэпрэсій і на месца вольныя, вызваленыя садзіў новых людзей. Але можа сапраўды на першы план ставіць пытанне выцягваць тых, якія ўжо сядзяць, і асабліва з гуманітарнага спісу. Дмитрий, во-первых, я считаю, вот этот нарратив, что мы ничего не можем, он абсолютно неправильный. Он показывает нашу слабость и что у нас нет никакой позиции. Еще не так давно мы не могли многие вещи. Допустим, там, вводить санкции на крупные лукашистские предприятия. Мы не могли этого добиться. Да? То есть именно мы не участвовали в этом процессе. Эти решения принимались без нас. Сейчас это все начинает работать. То же самое мне касается и по вопросу и прекращения репрессий, и в том числе по освобождению политзаключенных, мы уже можем какие-то шаги в этом направлении делать. Я имею в виду инициативы, у которых есть различные способы добывать информацию, знать, где больно, где очень больно режиму. Вот. И на сегодняшний момент я хочу напомнить, что за все это время не введены ни одни санкции по политзаключенным, ни одни. Да? И когда звучит, что мы не можем, на самом деле... Вот мы изучали этот такой аспект, можно ли и как можно. Ольга правильно заметила, что есть и интересы бизнеса какого-то определенного там и так далее, но как раз тут должны заниматься этим всем политики. То есть мы должны в руки им предоставить различные фактуры для того, чтобы они уже на политическом поле решали, не на бизнес-поле, а на политическом поле решали эти вопросы. Потому что я напомню, что тем людям, которые говорят, что это невозможно, я хочу привести пример Курскую область Украины, когда еще месяц назад все бы сказали, это невозможно, но это случилось. У нас сейчас такой текущий момент, очень динамично все меняется. И мы должны рассматривать абсолютно все инструменты, рычаги, которые мы можем использовать. Вот. Но ни в коем случае не должно звучать вообще про легитимность Лукашенко хоть что-то. Даже про частичную. Я не понимаю, что такое частичная легитимность, повторюсь. Вот. Поэтому понятно, что есть гуманитарный трек. И если какие-то организации международные могут вытащить этих людей, потому что они могут там погибнуть там, и так далее, это понятно, что надо использовать те инструменты. Но нужно искать те инструменты, которые помогут прекратить репрессии и помогут освобождать людей. Вольга, вось, дарэчы, Александр не разумее, што такое частковая легітымнасць. Вы можете патлумачыць, і ўвогуле вы на гэтай пазіцыі там нейкай частковай легітымнасці, прызнання, непрызнання, увогуле ваше бачанне гэтага пытання? Ну, частичная легитимность, да, это такая смешная шутка, почти как частичная невинность, да, но, тем не менее, она есть в какой-то форме, да. Послы в Беларуси присутствуют. Кто-то вручает верительные грамоты Лукашенко, кто-то в МИД. Контакты идут, контакты продолжаются, контакты учащаются, потому что они важны и нужны. Не Лукашенко, а для безопасности Европы, для многих целей. Да? Мы, когда разговариваем с представителями посольств, они говорят, что
вопрос о присутствии их в Беларуси, он дискуссионный, он обсуждается, и это было бы полезно с некоторых сторон. Полезно, там, не знаю, там дипломаты ходили на суды, да, вот Александр сказал, что мы по нескольким судам судят наших коллег, наших друзей, наших соратников, мы не можем туда пойти, мы не можем об этом даже ничего узнать. У посольских больше немножко ресурса, да, есть какие-то программы, не связанные с политикой, допустим, программы, связанные с домашним насилием. Эти программы нужны людям в Беларуси, они не нужны Лукашенко, они не нужны Губопику. Вот. Это то, что звучит со стороны посольств. Они не исключают, что на какой-то момент будет принято решение о том, что кто-то из дипломатов может вернуться. Тем более, что действительно визовый вопрос белорусов, он завис, и это проблема и боль для очень многих людей, да. Ты выехал, ты остался без ничего, еще и без возможности нормально общаться с родственниками. У пропагандистов, кстати, такой проблемы нет. Прекрасно выдают им многократные визы, с этим вопросов нет. А штат многих посольств не позволяет это. Мы стоим на той позиции, что если все-таки посольство, если какая-то страна, какой-то МИД решает, что их дипломат будет в Беларуси, то в любом случае одним из условий этого должен быть вопрос политзаключенных. Ему должны кого-то отдать, грубо говоря. Это оптимально было бы, да? Они должны иметь возможность пообщаться с тем, кто сидит в условиях инкоммуникада. Они должны иметь возможность сказать за кого-то из условных своих, потому что там есть люди, тесно связанные с многими европейскими странами, с США и так далее, чтобы если кто-то эту страну представляет в Беларуси, чтобы он имел доступ к такому заключенному и чтобы оптимально он мог бы ему помочь. Вот. А частичная невинность, в смысле легитимность Лукашенко, это вопрос философский. Давайте, Александр, вот ці ёсць у вас што адказаць на тлумачэнні Вольгі, і мы перейдем до іншага аспекту нашей тэмы. Калі ласка. Ну, на самом деле, насколько я помню, посол, когда приезжает в Беларусь, он вручает Лукашенко грамоту, да? Он признает, что Лукашенко является президентом выбранным Беларуси. Вот. То есть тем самым он признает, что у нас власть легитимная, тем самым он признает, что все суды, которые были, все аресты, они тоже, ну, по большому счету, как бы легитимные вот со стороны этой страны. Это какое-то такое определенное, ну, на мой взгляд, да, я могу, конечно, ошибаться, но это определенное признание. В том числе это признание того, что те, кто здесь вот сейчас в студии находятся, и многие люди, которые выехали за рубеж, они получили уголовные преследования в Беларуси по различным статьям. Вот, это тоже получается, ну, как бы частично, наверное, легитимно. Выпустит ли Лукашенко кого-то, если приедут послы? Я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Хотя, возможно, у меня такой информации нету. Я с послами не общаюсь. Вот, и как это идет. Ну, допустим, поляки, да, я их понимаю, у них стоит вопрос остро Анджея Почобута. Вот, хотя там больше, мне кажется, проблема в самом Анджее Почобуте, его отношение к написанию там, на помилование и так далее. Вот, поэтому, ну, вопрос очень спорный на самом деле, хотя все, конечно, может быть. Дзякуй. Давайте вось яшчэ абмяркуем тэму пра тое, што ці ёсць усё ж такі нейкія дзейсныя рычагі, інструменты, магчымасці ў дэмакратычных сілаў, каб паўплываць на гэтую сітуацыю, як на пазіцыю захада, так і ўвогуле можа быць на нейкія там схіліць ці распачаць перамовы з там, я не ведаю, с рэжымам, з прадстаўнікамі лукашэнкаўскага рэжыма. Ведаеце, учора у мяне в эфіры была, скажем, Алана Гібрымарыам і Марго Ворыхава, дзе мы таксама абмяркоўвалі пытанне вызвалення палітвязняў, вот пазіцыю моладзевага блока. Адразу вечарам мы атрымалі фідбэк ад прапаганды. Ведаеце, які галоўны пасыл? З кім тут мы будзем гаварыць? Яны не маюць палітычнай суб'ектнасці ніякай. Так вот, Вольга, калі ласка, ці ёсць все ж таки у нас нейкія магчымасці? Ну, скажем честно, возможности повлиять на ситуацию у господина Лукашенко гораздо больше. Да? Я вот давно жду от него сильных ходов, да, к примеру, для решения проблемы 2025 года, легитимности и так далее. Выставляем достаточно адекватного преемника, белорусы за него голосуют, и не придерешься, да, и таким образом, если еще под это отпустить большую часть политзаключенных, то вопрос упирается только в соучастие в войне с Украиной,
А в остальном, в общем-то, вполне себе приличный бывший президент с перевернутой страницей, иронизирую я. Вот, поэтому у него возможности повлиять на ситуацию гораздо больше. У Демсил, очевидно, меньше. При этом мы видим, что, допустим, российские демсилы, которые, безусловно, более опытные и ресурсные, но гораздо менее организованные, в общем-то, смогли достаточно сложную схему построить с привлечением и американцев, и спецслужб, и так далее. Поэтому все возможно. Мы, кстати, с Христом Гроздевым пообщались, варианты его послушали, и коммуникации еще будут, потому что важно понимать, как делаются такие обмены, кто в них задействован, с чего начинается и так далее. Вот. Сказать, что демсилам нечего предложить, ну, нет, наверное, да, вот эта беспомощность совершенно напрасно, мы ее иногда педалируем, варианты есть, и обсуждать, что есть. Да, опять, пропаганда вас посмотрела, отрефлексировала и даже сказала, что с ними я никогда, значит, обсуждать что-то не буду. Прекрасно, мне кажется, что это прям поднимает легитимность девушек и субъектность их, да. Их уже заметили и даже сказали, что с ними не будут говорить. Еще какое-то время пройдет, и сядут за один стол, как миленькие, и руку пожмут, и будут еще и, да, комплименты отвешивать. Так что надо идти по этому пути. Ну, у Лукашенко шансов сейчас больше. Ну, мне кажется, что он не способен на сильные шаги. Дякую. Александр, что вы скажете по этому питанию? Я скажу, что пока у нас не будет сильной позиции, пока у нас не будет вот этого такого рычага давления, значит, с нами говорить никто и не будет, потому что, опять же, из информации из открытых источников, когда идет речь о том, что освободили российских оппозиционеров, это все шло от Путина непосредственно. Это была его инициатива, он выходил там, на какие-то контакты, ему надо было освободить своих друзей-убийц, вот, и он пошел на это. И в том числе был захвачен заложник, между прочим, немец и в Беларуси, то есть он втянул в это и Лукашенко. И на сегодняшний момент, если Путин даст приказ Лукашенко захватить кого-то еще в заложники, да, и дать ему смертную казнь ни за что, Лукашенко на это пойдет. Ну, вось бачыце, ўсё ж таки Лукашенко і вот гэтыя людзі, Вольга, вот як вам бачыцца, яны з кім ўсё ж таки, калі размова ідзе пра нейкія там размовы, перамовы, ці варта давяраць і хто з кім найперш будзе гаварыць? Ну, сложно мне сказать, кто с кем. Я думаю, что у Лукашенко проблема субъектности стоит не менее остро, чем у белорусских демсил. Да? Мы в растерянности, что мы не знаем, где этот рычаг, как мы можем повлиять и что сделать. Да? А у Лукашенко, собственно, есть один рычаг – это Путин. И этим рычагом двигают. Это не его рычаг, это он, тот самый человек, которого используют. В темную, не в темную, как угодно, так и используют, да, потому что его субъектность никакая. А возможность насилия проявлять в отношении собственных граждан, ну, это действительно, он нашел такую нишу классную, да, это ненаказуемо, за это не дают ордер в Гаагу, за это не вводят санкции. Действительно, ему за это пока ничего не было. Ну, это все-таки достаточно скучно и однообразно, да, бороться, значит, с мелкими людишками, которые не могут ничего тебе противопоставить, которые там вяло извиняются на фоне дверей, а потом уезжают и орут, что их там убивали в Беларуси, да. Я думаю, что Лукашенко очень бы хотел, чтобы ему, допустим, позвонил Шольц, да, чтобы с ним поговорил Макрон, чтобы Папа Римский ему там что-то шепнул на ухо. У него проблемы с субъектностью ничуть не меньшие, чем у демсил. Вот. При том, что влияние на ситуацию, безусловно, больше. Поэтому кто и с кем будет говорить, ну, это надо обсуждать. Но ему есть большой список людей, с кем бы ему очень хотелось поговорить. Александр, вы выключаете магчымасць того, что такі дыялог магчымы, ўсё ж таки такая размова? Ну, я не знаю, на самом деле. Возможно, все возможно в нашем мире. Вольга, мы абмяркоўвалі уже тут у нас у студыі тэму таго, што ўсё ж таки пачуюць лідары дэмакратычных сілаў тое, што было сказана спачатку Егоравым на канферэнцыі, потым вамі у тым ліку тут у студыі, пра тое, што ўсё ж таки трэба, можа быць, нейкім чынам мяняць стратэгію, мяняць падыходы. Ёсць які-небудзь фідбэк? Як вам бачыцца ўсё ж таки гэтая змена стратэгіі? І як бы вы вот хацелі, каб яна змянілася, у якім накірунку?
Слушайте, я Демсилы не представляю никаким боком, поэтому я единственное, что пыталась донести, что услышьте этот запрос. Прошло 4 года, люди за это время потеряли все: жизни, здоровье, семьи и так далее. Это все понимают. Просто услышьте этих людей, просто скажите, что там кто может, выходите как можете. Остальным мы будем пытаться помочь, мы будем разговаривать, мы будем искать варианты и так далее. Потому что я знаю, что действительно людям в колонии, в СИЗО показывают и эти дискуссии, показывают, что вот вы никому не нужны, вот вас никто не будет доставать, да, вот за полгода ввели санкции, да, допустим, против начальника СИЗО номер 1 господина Цедрика, да, ну и как это повлияло на режим? Ну, режиму, ей-богу, все равно, Цедрику, может, там премию выпишут, значит, за попадание в санкции. Ничего это не меняет. То есть просто услышьте этот запрос и давайте думать, что мы с этим будем делать. При том, что на самом деле нет необходимости какой-то общей стратегии, общей позиции и так далее. Людей достают очень разными путями. Да? Вот люди, которые вышли в начале июля, люди, которые выйдут сейчас, там совпало, судя по всему, несколько треков. И вот в том месте совпадения получилось то, что получилось. Слава богу, что получилось. Да? Никто не говорит, что давление там, надо прекратить немедленно, да? Создать Лукашенко наконец-то комфортные условия. Он комфортные условия создает себе сам без нас. Да? Ввели санкции, значит, в отношении России на люксовые авто. Лукашенковские конторы заработали на обходе этих санкций миллиарды долларов. Да? Слушайте, введите уже в отношении меня такие санкции, да, я тоже хочу, значит, поправить материальное положение. Поэтому никто не говорит, что надо, значит, прекращать давление, сдаваться и всем куда-то ползти. Это просто разные вещи, разные треки. Гуманитарный трек, он вообще не имеет ничего общего ни с политическим, ни с экономическим, ни с каким. Я очень надеюсь, что сейчас все-таки выйдут обещанные Лукашенко люди с тяжелыми заболеваниями. Потому что таких людей много, много стариков. И, в общем-то, это то, что должно быть действительно без условий. Дякую. Александр, ваша позиція. Ці все ж таки мусять дэмакратычныя сілы нейкім чынам мяняць свае погляды? І тут, калі я кажу дэмакратычныя сілы, я маю на ўвазе не толькі умоўную там Ціхановскую, Латушку ці яшчэ кагось. Усе, хто на тым ці іншым узроўні, але сустракаецца з заходнімі палітыкамі, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, тыя ж самыя вот белполы там ці іншыя. Вот яны, якім можа быць агульны сапраўды распрацаваны месседж зменены по гэтым пытанні даносіць да сваіх суразмоўцаў ці не? Вот як вам бачыцца? Ну, во-первых, когда идет речь о том, чтобы надо поменять саму стратегию, я на самом деле вот самой стратегии еще нигде не видел. Да? И когда говорят о том, что она существует якобы, да, есть видения, они разные. Вот самой стратегии, которой придерживались бы все абсолютно, ее не существует. И мало того, я думаю, что, ну, на мой взгляд, это больше всего и мешает, потому что в одном и том же кабинете могут звучать абсолютно противоположные видения вот этой ситуации. Это больше всего и мешает. Мало того, еще добавлю, что я общаюсь с людьми, которые придерживаются вот позиции, допустим, Ольги. Возможно, вместе они там занимаются этим. И мы с ними обсуждали, что давайте выработаем единую позицию и будем ее придерживаться. Вот соберемся все вместе, сядем, все это обсудим, все предложения и так далее, выработаем. Но при этом звучат такие нарративы, что, послушайте, ну мы выработаем, но все равно у нас есть свое видение, и мы будем продавливать его. Пока вот это будет, этот лебедь, рак и щука, мы вот эту практически идеальную систему репрессий, которую создал Лукашенко, начиная там от рядового и заканчивая так называемым Конституционным судом, вот, мы с ними ничего сделать не сможем. Поэтому стратегию DMCU, ее надо вырабатывать на различные варианты, она должна быть единая, она должна придерживаться всеми участниками этих процессов, вот, и должна звучать, ну, в встречах с нашими партнерами едино на все. Зразумела. Вольга, глядзіце, з аднаго боку мы ведаем пра людзей, палітвязняў, якія знаходзяцца за кратамі, якія напісалі прашэнне аб памілаванні, якія гатовы там пайсці на умовы, якія там нібыта выстаўляюцца умовы. Мы цябе адпускаем, але ты свалівай з краіны, яны гатовыя на гэта, але іх не адпускаюць.
вот просто тупо не адпускаюць усё. З другога боку, праваабаронцы паведамляюць пра тых людзей, якім зараз прыходзіць той же самы там начальнік калоніі ці да іх сваякоў тэлефануе Воскресенскі і просіць, каб яны паўплывалі, і ён напісаў прашэнне, а ён адмаўляецца. Вот як дзейнічаць у такой сітуацыі? Вам бачыцца выйсце з улікам, вот як вы на пачатку размовы сказалі, з улікам таго досведу, які вы сабралі з падобных кейсаў па ўсім свеце з гісторыі? Ну, ключевая проблема помеловок вообще в том, что фетиш это, из этого создавать, наверное, не стоит. Да? То есть многие люди просто идут сразу на эту стратегию, что я буду писать на помилование, ну, просто, во-первых, чтобы от меня отстали, на меня, чтобы снизилось давление в колонии, чтобы меня не трогали, не лишали каких-то там режимных вещей. Это важно для выживания, для того, чтобы мне не навесили, в конце концов, еще одно уголовное дело, потому что многие люди ходят под перспективой следующих уголовок. Да? Поэтому это просто стратегия выживания. Если вы думаете, что на колонии прям так легко, особенно на женской, не знаю, как на мужской, написать на помилование, то это исключительно сложно. Да? Это никому не надо. Если запроса нет, я знаю людей, которые прям там доставали начальство, требуя принять у них эти документы. Да? Им объясняли, что там тебе не так много осталось, ты не успеешь, запроса нет. Сядь спокойно, мы тебя не трогаем, отстань от нас. Да? Но человек говорил, я считаю, что я должна использовать все возможности. Да? Это просто часть стратегии. Кого-то душат с самого начала, признай вину, напиши на помилование. Люди в это не верят, потому что реально это такие типичные оперские штуки. Да? А давай ты все признаешь, а давай ты там кого-то сдашь и так далее. Очень важный момент, когда ты понимаешь, что есть шанс, что это какая-то реальная договоренность, и ты под это действительно выходишь. Тогда обычно люди пишут, да, поэтому вот кейс Почёба-то я бы вообще оставила в стороне, потому что никто не знает, что именно от него хотят, на что именно он согласился, даже Борис уже высказалась, да, это, кстати, очень хороший способ, если от человека, от конкретного человека надо, значит, помиловка, и он действительно там выйдет, или есть какой-то договорняк по нему, то да, бывают такие ситуации, когда дают возможность в СИЗО или в колонии поговорить с кем-то из своих, кто тебе четко объяснит, да, что ты идешь вот по такому треку, для этого тебе надо сделать вот это, пожалуйста, сделай, потому что там кроме тебя есть еще много желающих, и обычно люди на это соглашаются, да, не потому что они там слабые и так далее, а потому что ты понимаешь, что за тобой еще несколько человек, да, и пока ты капризничаешь, окно возможностей может закрыться, и может для тебя лично это ничего, но есть те, кому это тоже важно, и, в общем, люди коллективно принимают такое решение. Вот. Поэтому, возможно, там где-то есть эксцесс исполнителя. Может быть, Воскресенскому хочется набрать собственный политический вес, сказав, что вон, я там уговорил 100 человек. Да? Поверьте, если люди начинают по помиловкам выходить, желающих их написать становится гораздо больше. Потому что в этом видят реальный инструмент, а не обычный оперской развод. Да? Напиши, подпиши, сделай, признай, а потом мы тебе вкатаем еще 3 статьи, и будешь ты уже сидеть, причем сам виноватый. Вот. Поэтому я бы к этому инструменту относилась очень аккуратно, и для этого нужен адвокат толковый, который тебе объяснит момент. Потому что я знаю людей, которые не написали в важный момент, и потом они очень об этом жалели, потому что говорят, слушай, ну я не знала, что это вот тот самый момент, когда все решается, когда вся группа написала, а я не написала, потому что, я не знала, что это вот момент истины, что это точка невозврата, за ней идут все домой, а я, значит, остаюсь сидеть. И человек написал потом, но это уже не помогло, окно возможностей закрылось. Поэтому тут какие-то давать советы, это надо очень аккуратно с адвокатом своим, с тем, кто занимается вообще вашим кейсом, чтобы понимать, что это серьезная штука. Это не то, что там вот мы дискутируем, там подписывать, не подписывать, я буду страдать до конца и так далее. Это личный выбор каждого, выбор сложный, но если за этим что-то есть, а не просто оперской развод, тогда надо прям очень серьезно подумать, потому что второго шанса может не быть. Александр, ваше меркование по этому питанию? Ну, во-первых, я не слышал случаев, чтобы люди выходили, те, которые подписали на помилование. Возможно, вначале там были такие люди, насколько я помню, когда я еще сидел, нам об этом рассказывали, там, что 11 там, или 13 человек вышли, которым дали либо домашнюю химию, либо химию с отбыванием наказания. Да, поэтому пишут многие, давление в колонии на многих было, на меня не давили лично, чтобы я писал, но намекали постоянно, что если не хочешь проблем, может лучше написать. У меня проскочило это мимо, скажем.
Воскресенский писал письма всем. Вот когда я сидел в СИЗО, там у нас было 5 или 6 политзаключенных по следствиям. Пришло всем письма от Воскресенского. Значит, поэтому на сегодняшний момент я, честно говоря, таких кейсов, чтобы люди вот написали массово. Я знаю, что массово много кто уже написал на помилование. То есть еще начиная с 2020-2021 года, но они до сих пор сидят. Это ничего не решает на самом деле. Решается все в кабинетах там где-то Лукашенко. И еще раз говорю, для него это очень важный товар, политзаключенные, которым он может торговать. Ну, это вся его жизнь, на этом вся его власть на этом строилась. Он постоянно брал людей в заложники, постоянно им потом что-то все выторговывал. Дзякуй. Мы паціху набліжаемся да завяршэння наших дэбатаў, таму я нагадаю нашим гледачам і слухачам, што ідзе галасаванне. Калі ласка, хто вам падаецца больш пераканаўчым, пазіцыя Вольгі Лойка альбо Александра Кабанова, галасуйце і пакідайце свае каментары. Яшчэ адна тэма, вось пытанне. Ўсё ж такі, я таксама за тое, што людзі павінны выходзіць, калі у іх ёсць такая магчымасць. Але і можа быць нават мы тут павінны мяняць у пэўным сэнсе ідам сілы і ўсе астатнія сваю пазіцыю, даводзіць неяк да сваіх партнёраў іншае бачанне гэтай сітуацыі. Але ці існуюць нейкія чырвоныя лініі, якія мы на гэтым вось шляху вызвалення палітвязняў, дамаўлення, перамоваў, там ціску ці яшчэ чаго-небудзь, якія не варта пераходзіць? Вольга. Ну, наверняка, но в любом случае, Дмитрий, вначале должен быть какой-то торг. Ну, понятно, что мы не можем признать легитимность Лукашенко, этого никто и не требует, да? Это база. То, что выборы 2020 года сфальсифицированы, это база, да? То, что Россия начала агрессивную войну против Украины и Беларусь соучастник, это база. Ну, мы можем договориться, что мы все на какое-то время сделаем вид, что это не так. Ну, послушайте, это никому не надо, это бред, абсурд, и это как из серии «Ползти на коленях» к Лукашенко. Может быть, в моменте ему это даже доставило бы удовольствие. Но таких условий никто не ставит, потому что это никому не нужно, кроме нескольких пропагандистов, которые считают себя очень остроумными и влиятельными. Но они маргиналы даже по белорусским меркам. Вот, поэтому красные линии, безусловно, есть. Там, я не знаю, там Лукашенко нельзя давать в руки там, ядерное оружие, допустим. Ну, об этом речи никто не ведет. Поэтому в таких переговорах очень важно услышать ту сторону, да, понять, что им надо. Если они хотят, допустим, чтобы с них сняли все санкции, они прекрасно сами понимают, что этого не будет. Такой красной линии фактически нет, да, потому что это просто невозможно, и он это сам замечательно понимает. При этом, допустим, украинские граждане вышли по обмену из белорусской колонии, женской в том числе, и там, через день или два белорусские активы Беларуснефти были разморожены в Киеве. Да? То есть фактически режиму отдали там 35 миллионов долларов, значит, в обмен, ну или не в обмен, мы не знаем, как связаны эти вещи, на людей. Это красная линия или не красная? Ну, видимо, оказалось не красной. Видимо, в момент, оценив риски для жизни и здоровья этих людей и оценив силу позиции Украины в суде и все другие основания, так решили. Да? Ну, для меня Красиков был как раз той самой красной линией, которую переходить нельзя. Человек совершил убийство в центре Берлина, был осужден в справедливом состязательном процессе к наказанию, к пожизненному заключению. И мы его отдаем. Да? Или как сейчас вот убийцы Немцова, которые уходят, значит, типа воевать в Украине, и под это получают помиловку. Причем не воюют, а что-то там охраняют где-то. Да? Это тоже красная линия. Вот, поэтому надо смотреть, надо оценивать ситуацию со всех сторон, риски и угрозы жизни людей, особенно тех, кто сидит сейчас в инкоммуникадо, тоже надо понимать, что это тоже красная линия, которая давно перейдена. Дякую. Александр, ваше бачення, червоные линии, какие? Я бы хотел добавить, почему вышли украинцы, потому что в Украине был осужден русский поп. Да, это была первая причина. И его нужно было освободить любыми судьбами. И тут уже опять Путин воспользовался Лукашенко. Вот. Про активы я не слышал. Возможно, что это тоже было одно из условий, значит, выхода. Вот. Но опять же, был обменный фонд какой-то. Красные линии, мне кажется, должны быть больше
позиции демсил какие-то определенные, не должно быть заявлений, которые звучат, что ради освобождения людей мы готовы на все. Вот эти красные линии надо выстроить, потому что на все это на что именно. Если, допустим, мы говорим о жизни украинцев, вот мы сняли санкции там, с каких-то определенных заводов, которые производят прицелы, снаряды там, и так далее, ну, допустим, то есть это красная линия абсолютная, об этом вообще даже не стоит и говорить. И вопрос санкций вообще обсуждать не стоит, потому что ни одни санкции, повторюсь, не были введены по политзаключенным. Вот. Про легитимность это то же самое, красной линии, даже звучать это слово по отношению к Лукашенко не должно в принципе. Вот, и кто его озвучивает и говорит, как бы легитимность, как бы там, ну не должно это звучать, потому что и пропагандисты, и сам Лукашенко, они воспринимают это с позиции силы, как позиция слабости, и это их окрыляет, и они начинают еще больше задерживать арестованных людей, пополнять свой этот фонд, так сказать, который потом им может пригодиться. Они почему и не выпускают на сегодняшний момент? Только для того, чтобы мало ли что случится, а у нас заложники есть. Вот. Ну, по красным линиям надо обсуждать более в таком узком кругу с теми людьми, кто занимается освобождением и вообще вопросом политзаключенных. Дякую. Давайте на завершение. Ольга, вот вы выслухали позицию, погляд Кабанова. Ці ёсць у вас ну, критика? Чтоб вот, с чым вы конкретно не згодны? Чтоб вот такое пытание, скажем, Александру задали? Я бы, наверное, только спросила, как продвинулись конкретно белорусы на пути усиления и делания более сфокусированными санкций. Есть ли какие-то конкретные успехи? Потому что пока вот не очевидно, и последний пакет об этом тоже говорит, да, то есть там несколько пропагандистов, несколько представителей исправительных учреждений, то есть люди, которые, в общем-то, мелкие исполнители режима. Как успехи? Александр, отказ да, и ваше пытание в Ольге, может быть. Смотрите, на самом деле вопрос продвижения санкций сейчас двигается все достаточно успешно, но это двигается больше в таком военном кейсе по поводу того, что Беларусь помогает агрессору российскому в войне с Украиной, то есть производит там снаряды там, и так далее. Но при этом эти санкции точно так же влияют на многие другие аспекты, потому что найдены вот эти болевые точки, и мало того, когда это озвучивается, допустим, в расследованиях Белпола, и показываются документы и факты, таких документов и фактов начинает появляться все больше и больше, потому что на самом деле в Беларуси очень много наших людей, которые понимают, что ну, надо что-то с этим делать. Вот. И когда они видят, что это реализуется, мы смотрим, когда список, там же не только фамилии звучат, там звучат еще и люди, которые очень важны для Лукашенко, потому что эти люди, эти предприятия, они получают большие деньги из России, и эти деньги они реализовать и свои договоренности реализовать не могут. Это тоже по ним удар достаточно сильный. Вот, поэтому санкции двигаются. Ольга, у меня такой вопрос. Скажите, вот вы говорите, вы как бы вне политики, да, но мне кажется, что вопрос политзаключенных, слово само политзаключенные, это и есть политика. И мне кажется, что надо уже вот как-то объединить усилия между демократическими силами, политическими силами, и в том числе теми людьми, которые этим занимаются ну, вот на своих там, добровольных основах. Безусловно, без политики, вне политики это вообще так смешно, да, когда ты уже отсидел и осужден, и пострадал за политику, да, быть вне политики достаточно забавно. Я имею в виду вне вот этих организованных структур. У нас есть люди, которые специально пошли и в КС, и в другие структуры, чтобы иметь эту самую субъектность, чтобы иметь возможность влиять, представлять кого-то и доносить свою позицию до организованных структур демсил, что, безусловно, очень важно. Поэтому я думаю, что у нас есть все шансы нормально и внятно договориться, тем более, что реально в КС такие люди есть и из нашей ассоциации, в том числе, и с ними вполне активно и конструктивно все общаются, поэтому тут не думаю, что это будет сложно. Дякую. Так, апошні шанец у наших глядачоў і слухачоў прагаласаваць. І я зараз не пытанне, а просто такое заключнае слово. Што б, можа быць, вы хацелі по гэтай тэме сказаць, чаго мы не закранулі, я не закрануў, не задаўшы пытанне, ці можа быць штосьці вы просто хацелі б там нейкі месседж данесці. По одной хвіліне, коротко для кожнага. Ольга, давайте с вас. Давайте.
Нам нужны эти люди, нам нужны эти белорусы, нам нужен Тихановский, Колесникова, Бабарика, оба. Нам нужны многие ноунейм люди, которые сейчас сидят. Мы должны переступить какие-то личные амбиции, возможно, какие-то свои политические планы, чтобы все-таки попытаться помочь этим людям сейчас. Я очень надеюсь, что нас слышит и та сторона. Товарищи, вам могут простить многие вещи, кроме соучастия в войне с Украиной и геноцида белорусского народа. В ваших возможностях остановить это как можно более быстро. Все остальное можно пережить, можно перевернуть страницу, можно исправить. Но эти вещи, с которыми вам придется жить и с которыми вы войдете в историю. Дякую. Александр, вам заключное. Вопрос политзаключенный у нас звучит везде, на всех конференциях, во всех заявлениях, что он один из самых важных, самых таких болезненных вопросов. Я скажу честно, я этого не ощущаю абсолютно, потому что заявления эти делаются такой консолидированной работы, усилий, поисков каких-то решений. Пока я не замечаю, да, кроме того, что кто-то ездит, какие-то мысли там озвучивает и при этом говорит, что это экспертное мнение. Хотя, повторюсь, я это на конференции «Новой Беларуси» говорил, что у нас экспертов нету. И я также не являюсь экспертом по политзаключенным, по освобождению политзаключенных. Вот. Но есть какой-то опыт пребывания, по крайней мере, там и понимание, что там происходит. Поэтому пока у нас не будет консолидированной позиции, пока мы не займемся этим вопросом серьезно, с привлечением экспертов, с привлечением на самом деле профессионалов, которые умеют добывать информацию, умеют ее раскладывать по полочкам, умеют находить очень болезненные и чувствительные места, мы с этого вопроса не сдвинемся. Ни одна позиция не пройдет. У меня все. Дякую вялікі. Ну што ж, мы закончылі наше галасаванне. Ці ёсць у нас ужо вынікі, як размеркаваліся галасы нашых гледачоў? Зараз секунду, мне выведуць іх на экран. Так, ну пакуль што я не бачу тут. 53 на 47, 53 у каго? Александр Кабанов 53, Вольга Лойка 47. Ну, фактычна, як кажуць, наздрав наздру, але тым не менш такая вось віртуальная перамога у Александра Кабанова. Відаць, ну, пазіцыя яго пакуль што больш блізкая большай колькасці людзей, ну, прынамсі 53%. Дзякую вялікі за вашы удзел у нашых дэбатах. Я думаю, што тэма гэтая будзе па-ранейшаму актуальная, яна будзе працягваць дэбатавацца, абмяркоўвацца, і спадзяюся, што па выніку мы прыйдзем не толькі да кансалідаванай нейкай пазіцыі па гэтым пытанні, але і да канкрэтных вынікаў станоўчых, што людзі будуць выходзіць на свабоду. Дзякую вялікі. Александр Кабанов, Вольга Лойка, Зміцер Лукашук. Дэбаты на Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве.